В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В рамках операции МАК 2019 сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали женщину, у которой в ходе личного досмотра обнаружили 30 полимерных пакетиков с кристаллизированным веществом светлого цвета. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что вещество относится к разряду наркотических средств. Установлено, что подозреваемая действовала от интернет-магазина и занималась приготовлением к распространению запрещенных веществ через тайники. Также в другом районе столицы был задержан 24-летний молодой человек, который занимался организацией тайников для распространения наркотиков. В одном из них оперативники обнаружили пакетик с 1,5 граммами наркотических веществ. Оба подозреваемых не являются гражданами России и прибыли в Якутию из стран СНГ. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В настоящее время подозреваемые содержатся в изоляторе временного содержания. А мирнинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизора. В дежурную часть МВД по России по Мирнинскому району обратилась женщина, которая заявила о пропаже из ее квартиры плазменного телевизора стоимостью 10 тысяч рублей. Женщина переезжала на новую квартиру и наняла для этого грузчиков. Один из них, ранее судимый 35-летний мужчина, заметил, что в квартире остался телевизор. Вечером он вернулся обратно, сломал замок и похитил телевизор. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Горном районе с разницей в полчаса произошло 2 наезда на крупнорогатый скот. В 21 час 30 минут на федеральной автодороге Вилюй водитель Toyota Allion совершил наезд на корову. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сидении автомобиля. Корова от полученных травм погибла на месте происшествия. Чуть позже на той же автодороге автомобиль УАЗ участковой больницы села Магарас, который выехал для оказания помощи пострадавшим в ДТП, также совершил наезд на корову. На этот раз обошлось без жертв. Автомобиль получил механические повреждения. По фактам медосвидетельствования оба водителя были трезвы. Нескольким жителям Москвы изрядно подпортили жизнь члены Челябинской организованной преступной группировки. В Москве орудует челябинская банда рейдеров. Владельцы нескольких московских квартир заявили в полицию, что их вынуждают выкупать доли в собственном жилье по ценам в несколько раз выше рыночных. В противном случае им угрожает превратить их жизнь в ад. Пока люди держат оборону в собственных квартирах, юристы ищут возможность помочь жертвам злоумышленников. Подробности у Максима Бойцова. Давайте познакомимся, Ольга и Александр. Откройте, пожалуйста. Когда неизвестный молодой человек возник перед глазком и представился новым соседом, Ольга и подумать не могла, что так начинается война за квадратные метры. Жить мужчина собирался в ее квартире. Вы, пожалуйста, кому откройте, и не пойдем. Что-то замок меняйте. Давай. Ну, не ходить надо. Ладно, хорошо. За пару недель до этого ее свекровь продала свою долю в солнцевской трешке неизвестным. И хотя вселяться новый собственник может только по решению суда и с приставами, настойчивый мужчина решил сделать это сразу же. Мы вышли из квартиры, замки поменяли и все. Здесь живем. Мы здесь живем. Как оказалось, Ольга с семьей попала в обычную рейдерскую схему. Злоумышленники прописывают в договоре купли-продажи цену в 2-3 раза выше рыночной. Затем вселяются на свои метры и начинают кошмарить соседей. Хотите, чтобы мы исчезли? Выкупайте у нас долю. Сказали мне 3,5 миллиона рублей, и тогда мы расходимся. Ты же понимаешь, что мы не жить купили, нам это не надо, это наш бизнес. Ольга обратилась к юристу, та выяснила, что ее новые соседи – члены Челябинской ОПГ. Видимо, решив масштабировать бизнес, молодые люди приехали в столицу и взяли в оборот сразу несколько квартир. Поскольку это все было сделано единовременно в сентябре-октябре 2018 года, есть предположение, что все эти действия были заранее продуманы, были выделены финансы с тем, чтобы единовременно провести захват 6 квартир. Ольга свое жилье пока отстоять смогла. Квартира арестована, акт о вселении новым владельцам суд так и не выдал. А вот еще одному пострадавшему от челябинских рейдеров повезло меньше. Дверь в его квартиру выпилили, когда мужчины не было дома. Чтобы держать оборону, внутри оборудовали целую систему. Они сделали очень много разных запоров. Вверх, вниз, в бока и ставили штангу напротив двери. Сейчас все 6 владельцев атакованных квартир не вылезают из судов. Юристы успели наложить аресты на всю недвижимость, так что сделать рейдеры со своими долями ничего не могут. Их деньги зависли, а собственники объединились и подали заявление в полицию. Кроме того, адвокаты хотят доказать преступный умысел и добиться так называемого принудительного выкупа по цене, которую определяет независимая экспертиза. Максим Бойцов, Александр Шедевр и Олег Бушуев. Новости 360.
Экологическая катастрофа грозит Бразилии из-за сильнейших лесных пожаров в Амазонии. Вырубка и выжигание сельвы ради развития сельского хозяйства привели к рекордному числу очагов возгорания и густому смогу над большей частью страны. Сложная ситуация складывается и в соседней Боливии, где фермеры после сбора урожая традиционно сжигают остатки растений, чтобы подготовить поля для следующих посевов. Подробности у Анастасии Дмитриевой. Пожары, бушующие в тропических лесах Амазонии, достигли рекордных масштабов. Почти 73 тысячи очагов зафиксировал во вторник Национальный космический исследовательский центр Бразилии ИНПЕ. Агентство добавило, что в этом летнем сезоне лесов горит на 83% больше, чем в аналогичный период 2018 года. На прошлой неделе организация сообщила, что записи из космоса выявили 9,5 тысяч новых очагов пожара в стране. В основном в бассейне Амазонки, где произрастает крупнейший в мире тропический лес, который считается жизненно важным для обеспечения кислородом нашей планеты. После обнародования данных президент страны Жаир Болсонaro уволил главу этого учреждения, который публично осудил политику бразильского лидера. Вступив в должность, Болсонaro пообещал развивать регион Амазонии для сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, игнорируя при этом озабоченность международного сообщества из-за вырубки сельвы. Как свидетельствуют местные телеканалы, густым дымом заволокло многие части страны. Штат Амазонас объявил чрезвычайное положение в южных районах и в столице, городе Манаус. Огонь захватывает все большие территории также в штатах Ако, Мату-Гросу и Пара. Из-за пожаров в соседней Боливии более 500 видов фауны оказались под угрозой уничтожения, сообщили экологи. Большинство животных, млекопитающих, пресмыкающихся и рептилий, оказавшихся в опасности, обитают только в этих местах. Одним из наиболее пострадавших районов является лес Чикитано, где находится заповедник Тукавака в департаменте Санта-Крус на западе страны. Национальные и местные органы власти ведут работу по борьбе с огнем. 2 дня назад из-за масштабных пожаров мы попросили власти страны объявить чрезвычайное положение в департаменте, чтобы средства, доступные национальному правительству, могли быть использованы для тушения пожаров в окрестностях городов Робор и Сан-Игнасио-де-Веласко. Правительство начало расследование причин пожара. По данным местных СМИ, виновниками чаще всего становятся фермеры, которые после сбора урожая в августе сжигают остатки сена, чтобы подготовить поля для новых посадок. Вышедшее из-под контроля пламя охватило площадь в 470 тысяч гектаров. По некоторым данным, пожары добрались до границы с Парагваем. А на этом у меня все. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего доброго и будьте осторожны.